очень рады всех приветствовать. Вы проделали огромный путь. Кто-то из Турции, кто-то из Москвы, кто-то из Мурманска, кто-то из Норвегии, кто-то из Финляндии. Вам спасибо большое. Фестиваль мы вместе с вами будем делать в первую очередь для зрителей, потому что это большой праздник кино на Чукотке. Мы вас собрали чуть-чуть заранее, чтобы вы смогли друг с другом познакомиться и чтобы вам торжественно вручить эти замечательные пакеты, сумки с подарками. Здесь вы найдете что-то с чем-то. Поэтому мы просим наших волонтеров передать своим, значит, гостям. Бардачева Екатерина нет. Ну вот началось. Алексей. Александр. Держи. Мы всем вручаем торжественно сумочки. Да. Спасибо. Огромное вам спасибо. Зал себе пол. Любой. Что это вы? Делиться надо. Мне сердце хочет. Сашенька, привет. Привет. Уважаемые зрители и гости нашего фестиваля, устраивайтесь поудобней. Мы начинаем! Встречайте, на сцене государственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргерон».
Nasito ka nagpako. Kayo, ning ka na nagpako. Sirit. Anong nagkalagpukan ni katapat mo tayo ito? Ang kagit. More ka. Ning ka. Друзья, мы рады приветствовать вас на третьем международном арктическом кинофестивале «Золотой ворон». Фестиваль, который собрал под своим крылом игровые и документальные фильмы со всего мира. Кинематографистов, которые поделятся своим опытом со всеми желающими, как на кинолаборатории «Чукотка. Я люблю тебя», так и на мастер-классах, которые пройдут в рамках кинофестиваля. В этом году также пройдет эхо кинофестиваля в муниципальных учреждениях культуры Чукотского автономного округа. Впоследствии территория эхо кинофестиваля будет расширяться. Ну и, конечно же, вас, наши уважаемые зрители, вы в этом фестивале сыграете очень важную роль, а точнее, ваше мнение и ваши голоса. Ну и также невозможно было бы все это организовать без наших спонсоров и партнеров. Организаторы кинофестиваля, Комитет культуры, образования и спорта Чукотского автономного округа, Союз кинематографистов России, Продюсерский центр молодежной инициативы, Автономное учреждение Чукотского автономного округа «Окр киновидеопрокат», официальный пресс-агент кинофестиваля, информационный портал для профессионалов кинобизнеса «Профи-Синема», информационные партнеры, портал культурного наследия, традиций народов России, культура.рф, сайт для молодых кинематографистов moviestar.ru, информационный портал Союза кинематографистов России, международный кинопортал киноафиша.инфо, новостной портал про Чукотку.ру, общественно-политическая газета «Крайний север», радио «Курган». Официальные партнеры, Федеральное агентство по делам сотрудничества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентство по продвижению фильмов на кинофестивале First Agent, Музейный центр наследия Чукотки, город Анадырь, Дом народного творчества городского округа Анадырь, самый уютный и гостеприимный партнер, гостиница Анадырь, Торговый центр Новомариинский, молодежная мэрия города Анадыря, Чукотский многопрофильный колледж. А сейчас, прежде чем перейти к подробностям этого «Золотого ворона», вспомним, как это было в прошлом году. Внимание на экран! Сейчас вы наблюдаете за рождением чукотского кинематографа.
абсолютно уверены, что в этом году все будет еще намного круче, интереснее и намного масштабнее. А так ли это будет, нам, возможно, расскажут начальник сектора культуры Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа Мария Садовская и продюсер кинофестиваля Оксана Лахно. Встречайте! Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие наши зрители, участники, гости и многоуважаемое жюри. Здравствуйте, дорогие земляки, здравствуйте, жюри, здравствуйте, гости, участники нашего кинофестиваля и, конечно же, наши любимые организаторы. Спасибо. Итак, что же нового в нашем кинофестивале в этом году? Прежде всего, хотелось бы отметить рост и увеличение финансирования на данный фестиваль. И, конечно же, это заметно по количеству гостей, которые смогли приехать на наш третий международный кинофестиваль. И, конечно же, расширение границ нашего кинофестиваля, как в рамках городского округа Анадырь. Мы вышли за пределы кинотеатра, вышли за пределы музейного центра, мы вышли в школы в этом году, но об этом скажет Оксана. И помимо этого, как я уже отметила и как отметили наши дорогие ведущие, у нас расширилась география участников нашего кинофестиваля. Помимо нас, организаторов, помимо гостей, участников и нашего замечательного жюри, вас, зрителей, приветствует наш министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Козлов Александр Александрович. И я сейчас хочу зачитать вам его приветствие. Приветствую участников, организаторов и гостей Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон». Чукотка вдохновляет, великолепные горные панорамы, искрящийся снег, необъятный океан. Но главное, здесь живут искренние и открытые люди, которые очень любят свою суровую землю. Вот об этом кинофестиваль «Золотой ворон». Важно, что на кинофоруме жители Чукотки имеют возможность познакомиться с лучшими картинами не только России, но и других стран Арктики. Кино сближает людей, и я рад, что наш Дальний Восток становится местом притяжения кинематографистов со всего мира. Чукотский фестиваль еще очень молод, но уже ясно, что с каждым годом он становится узнаваемым, растет профессионально, обретает новых друзей. Уверен, на третьем «Золотом вороне» каждый откроет для себя что-то свое. От всей души желаю участникам кинофестиваля успехов, новых встреч и творческих идей, а зрителям отличного настроения и ярких впечатлений. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. От себя хочу добавить то, что кинофестиваль с каждым годом растет, и это безумно радует. Мы уже в 4-й год приезжаем сюда, кинофестиваль проходит 3-й раз. Мы не устаем говорить о том, что зародился он в 2016 году, в год российского кино, и превратился в такой замечательный кинофестиваль. Проект «Киновзлет». Да, самый-самый первый кинофестиваль назывался «Киновзлет». Это был смотр отечественных кинофильмов, который сейчас уже вот вырос в Международный арктический кинофестиваль. Мы много с Филиппом путешествуем по России и рассказываем про кинофестивали, и все наши коллеги восхищаются тем, что на Чукотке есть такой фестиваль, и все очень хотят приехать, и говорят: приглашайте нас, мы с удовольствием приедем. Мы будем искать, конечно же, возможность пригласить их, чтобы у вас появилась возможность с ними пообщаться, показать их фильмы и задать ваши вопросы. Программа у нас с каждым годом увеличивается. В этом году у нас уже 10 конкурсных полнометражных картин, игровых и неигровых. У нас приехали практически все участники, авторы каждого фильма. Вы сможете с ними встретиться и пообщаться. И что самое важное, в этой разнообразной программе я уверена, что каждый из вас сможет найти свою любимую картину, проголосовать за нее и болеть, и ваш голос, возможно, будет решающим, и ваш любимый фильм, возможно, получит гран-при.
Ну, еще, Оксана, забыла сказать, что кинолаборатория в этом году идет не 1 неделю, а 2 недели. Она началась в прошлый понедельник. И это довольно очень для нас значимо, и значимо прежде всего для наших начинающих кинематографистов. Мы желаем вам приятного просмотра. Продолжаем церемонию. Спасибо большое. Ура! Жюри полнометражной неигровой программы. Светлана Солдатова, режиссер, президент кинофестиваля «Северный характер». Хильде Корсет, режиссер, сценарист, оператор. Ирина Оплетина, директор кинотеатра «Полярный». Председатель жюри Алексей Вахрушев, режиссер, сценарист, продюсер. Жюри полнометражной игровой программы. Сергей Анашкин, кинокритик, член международной организации NetPack. Кнут Эрик Йенсен, режиссер, сценарист, продюсер. Алиса Струкова, журналист, художник, редактор, программный директор кинофестиваля «Окно в Европу». Ольга Расторгуева, директор музейного центра «Наследие Чукотки». Председатель жюри Екатерина Бардачева, программный директор российского кинорынка. Только что мы узнали с вами имена тех, на чьи плечи ляжет ответственность за выбор лучших фильмов. И сейчас для приветствия на эту сцену просим подняться председателя жюри, программного директора российского кинорынка Екатерину Бардачеву и режиссера, сценариста и продюсера Алексея Вахрушева. Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что сегодняшний первый день мы здесь, на этой земле. Поблагодарить вас за приглашение. Хочу отметить, что «Золотой ворон» уже вошел в календарь обязательный календарь фестивалей международных нашей страны, поскольку это не только киносмотр, поскольку фестиваль рассказывает и представляет на мировой арене ваш чудесный край. Большое спасибо. Добрый вечер. Мы только прилетели и сразу оказались на сцене. Вы знаете, очень важное событие на самом деле. Я очень признателен Филиппу и Оксане за то, что вообще это стало возможным. Это замечательно, потому что как-то, в общем, Чукотка встраивается в этот какой-то культурный контекст общий, российский. И классно, что вы имеете возможность посмотреть лучшие картины, которые мы, допустим, смотрим где-то за границей, на каких-то крупных фестивалях, куда не всегда долетишь и не всегда попадешь. А для вас вот прям привезли, и я желаю вам приятного просмотра, праздника кино, новых впечатлений, эмоций. И вообще любви к кинематографу, чтобы она не гасла, чтобы она, наоборот, так сказать, разгоралась. Очень приятно вас всех видеть. Надеюсь, что такой полный зал будет каждый день. Спасибо большое. А теперь представляем призы 3-го международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон». Награды кинофестиваля уникальны и неповторимы. Каждый из призов создается вручную из традиционных материалов. За полнометражные фильмы из «Клыка моржа», за короткометражные фильмы из «Рога лося». Автор призов – художник-краснорез Александр Дьячков. Итак, встречайте, главный приз кинофестиваля Гран-при «Большой золотой ворон» будет вручен автору лучшего фильма полнометражной программы по итогам зрительского голосования. Малый золотой ворон. Приз, который присуждает жюри автору полнометражной игровой программы.
ворон», приз который присуждает жюри автору полнометражной неигровой программы. А также специальные призы за игровой и неигровой короткометражные фильмы. Конкурс полнометражных игровых фильмов. «Надо мною солнце не садится». Режиссер Любовь Борисова. Россия. Якутия. Хон Юж. Путь от Аби. Режиссер Зинаида Лангортова. Россия. Ямало-Ненецкий автономный округ. Тия и Пиуджу. Режиссер Люси Тулугаржук. Канада. Лазурный рубеж. Режиссеры Джордж Кармона и Тита Кёстер. Перу. «Со дна вершины». Режиссеры Яна Поляруш, Тамара Цацория и Константин Кутуев. Россия. Конкурс полнометражных неигровых фильмов. 67 49 32. Север. Режиссеры Эджи Сойдам и Матье Дюмонт. Турция. Рождение семьи. Режиссер Таша Хаба. Канада. «Ворон и чайка». Режиссер Лассе Лау. Дания. Гренландия. Хозяин оленей. Режиссер Ксения Елян. Россия, Эстония. «Северный травелок». Режиссер Кира Яяскеляйнин. Финляндия. Это были те фильмы, которые поборются за те замечательные призы, сделанные мастером Косторезом вручную. Также в этом году появилась новая номинация «Киновзлет», в которой принимали участие начинающие режиссеры со всей Чукотки. Но об этом и о многих других нюансах нам расскажет художественный руководитель, программный директор кинофестиваля Филипп Абрютин и заместитель губернатора Чукотки, начальник департамента образования и науки Андрей Баренков. Просим на сцену. Аплодисменты. Для начала позвольте, скажем так, сперва зачитать приветственное слово губернатора Романа Копина. Дорогие друзья, Чукотка вновь встречает Золотого Ворона. Я рад приветствовать участников и гостей кинофестиваля. Фестиваль – уникальный проект, способный рассказать о крайнем севере, Арктике, о жизни людей, о природе этих территорий, ведь они по-прежнему остаются терра инкогнито. Уверен, что фестиваль будет способствовать привлечению интересов территории как у нас в России, так и за пределами, к ее историческому прошлому, к расширению культурных и экономических связей между арктическими территориями. Фестиваль принесет истинное наслаждение всем любителям кино. Думаю, что фильмы, которые зрители видят на большом экране, будут интересными и захватывающими своими сюжетами. Желаю всем удачи, с уважением, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. А от себя, здесь у нас уже начинает складываться все-таки третий, официально, четвертый фактически, фестиваль складывается определенной традицией. И вот практически каждый год я всем напоминаю, что, по сути дела, Золотой Ворон родился из шутки, шутку, которую сказал Филипп, и в результате, скажем так, свою шутку Филипп и Оксана были вынуждены превратить в фестиваль. Мне За это казалось, огромное это вы спасибо. пошутили. Мне казалось, ваша шутка. Вот уже все, легенды пошли. Итак, а самое главное, вот от себя посмотрите, Золотой Ворон у нас взлетел, и он летит. И слава Богу. И он будет лететь дальше, потому что вот даже в символе он устремлен вверх. Спасибо нам, спасибо Филиппу, спасибо Оксане, спасибо всем, кто приехал. Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Если на сцене Андрей Геннадьевич Баренков и я, это значит очень хороший знак. Это значит, что церемония открытия заканчивается. Скоро мы все будем смотреть кино, но два момента я хотел для всех
для нас уточнить. Дело в том, что вы видели на экране фильмы полнометражной, игровой и неигровой программ. Это очень важно для нас, что со всей Арктики приехали, из разных регионов и стран Арктики к нам приехали авторы, члены жюри. Будем смотреть фильмы, их обсуждать. Это хорошо. Это значит, что фестиваль растет. Но что важно, что помимо этой программы официальной, у нас есть еще своя чукотская программа. Мы назвали ее в честь нашего первого опыта, назвали эту конкурсную программу «Киновзлет». И в рамках этой программы мы покажем конкурсные фильмы. Фильм «Возрождение», режиссер Вячеслав Вельвун. Фильм «Весна в тундре», режиссер Лидия Болина. Фильм «Капитан Сотников. Шторм», режиссер Александр Куцкий. Фильм «Медвежий патруль. Операция Берлога». Авторы Владимир Сертун, Сергей Кавры и Анастасия Веденеева. Фильм «Амулет Келли», режиссер Никита Березняков. Фильм «Домашка», режиссер Игорь Баданов. Фильм «Выбор», режиссер Иван Семиклетов. И фильм «Эргерон. 50 лет на сцене», режиссер Дмитрий Степченко. Давайте поприветствуем автора. Для нас принципиально появление этой конкурсной программы, потому что если мы говорим, что гостей приезжает больше из разных стран, это значит, что фестиваль расширяется. Но если появляется наша чукотская программа конкурсная, это значит, что фестиваль развивается. Это для нас очень радостно. И вы знаете, Андрей Геннадьевич говорил про символ нашего фестиваля, он действительно летит вверх, и мы рады этому. И сегодня, когда я стоял на крыльце и встречал гостей фестиваля, я с каждым гостем, пришедшим и вошедшим в наш любимый кинотеатр «Полярный», это важно, мы любим очень этот кинотеатр, понимал, что он летит не только выше, но и крылья у него становятся все больше, все шире, размах этих крыльев. Поэтому мы вас поздравляем с открытием третьего международного кинофестиваля. И по традиции мы говорим, что третий международный арктический кинофестиваль мы объявляем открытым. Ура!
А наш прекрасный кинофестиваль открылся. А это значит, что нас с вами ждет просто отличная неделя. Неделя, наполненная яркими красками, незабываемыми впечатлениями и прекрасными фильмами. За которые вы сможете проголосовать, чтобы определить лучшего. Ведь у каждого из вас в руках есть бюллетень. После каждого просмотра вам в ней нужно указать, понравился ли вам фильм или нет, и опустить в специальную урну. Таким образом и будет определен лучший фильм по версии зрителей.